недавно в шовинистических пабликах, которые ведут некоторые представители чеченской национальности. Ни в коем случае здесь не идет обобщение со всем чеченским народом. С целью дискредитации и унижения ингушского народа были размещены фрагменты из исторической литературы, в которых сообщается, что ингуши в XVIII веке были подданными кабардинских князей и платили им дань. Однако администраторы этих пабликов не учли всех нюансов касаемо тех исторических тезисов, которые они решили представить в однобокой и предвзятой манере. Но прежде чем начать разоблачение, мы вынуждены предупредить, что данный видеоматериал создан исключительно в познавательных и опровергательных целях, никак не призывает к разжиганию межнациональной розни, нисколько не преследует цели унижения чести и достоинства по национальному признаку. Это лишь ответная реакция на провокацию. В этом же источнике, который привел админ данного паблика, указывается, что ингуши платили дань кабардинцам, сами того не желая, лишь на принудительной основе, и что их подданными ингуши себя не считали. Но нужно также учитывать контекст того времени, поскольку в XVIII веке кабардинские князья были доминирующей силой на Центральном Кавказе, которые устанавливали вассальное положение в отношении соседствующих малочисленных народов, у которых в принципе не оставалось выбора не подчиняться. Также зафиксированы некоторые случаи многочисленных попыток ингушей отвергнуть свой народ от притязаний со стороны князей Кабарды. Об этом указано в труде под названием «Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа», предпринятого в 1781 году в переводе с немецкого языка на русский. Следующие события относятся к концу XVIII века. В новое время на ней осела колония ингушей, которую называют Шалха. Это колония, которая благодаря своей силе и отваге народа одна смогла продержаться дольше. Сбрасывала при каждой попытке кабардинцев навязываемое ей иго снова. Причем недолго там оставался один из знатнейших кабардинских князей. В книге Бержа под названием «Чечня и чеченцы» на странице 92 указывается, что чеченцы долгое время находились в зависимости от кабардинских и кумыкских князей. Это же отмечено в первом выпуске книги под названием «Туземцы Северного Кавказа», изданной в 1892 году, где на странице 83 прослеживаются следующие строки. Не находя среди своего народа достаточно силы, чтобы противостоять грабежам и насилиям всякого рода, чеченцы искали всесторонней помощи и начали с того, что добровольно подчинились своим соседям. Так, урус-мартанцы, жившие поблизости с кабардинцами, подчинились им, а качкалыковцы и мечаковцы – кумыкам. Отдавшись добровольно под покровительство кабардинских и кумыкских князей, чеченцы платили им дань, хотя и незначительную, и стали их приверженцами. Проанализировав эти архивные материалы XVIII и XIX веков, резюмируем, что ингуши платили дань кабардинским князьям лишь под принуждением многократно превосходящих сил, хотя продолжалось это недолго. Также отмечено, что ингуши противостояли выплате дани и отвергали покорность, в то время как чеченцы на добровольной основе, сами того желая, вошли под покровительство кабардинских и кумыкских князей.